В Якутске презентовали новый самолет в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года». Авиакомпания «Полярные авиалинии» приобрела в лизинг самолет «Пилатус». Эксплуатировать самолет будут на внутрирайонных воздушных линиях, а также арктических и северных районах республики с низкой плотностью населения. Подробнее о новом транспорте и о том, как его будут эксплуатировать, расскажет Сергей Алексеев. Разбег для взлета 197 метров, для приземления 120 метров. «Пилатус» сядет на грунт любого аэропорта Якутии. Характеристики почти вертолетные, но в отличие от него на шестиместный самолет нет нужды накапливать пассажиров. Нужна накопляемость 65%. Сегодня ждать этой накопляемости не надо. Представьте, вертолет 22 кресла, да, а здесь 65%. Это почти 10-15 человек надо иметь на борту воздушного судна. Сегодня 5-6, и мы, пожалуйста, 4 человека слетаем и пошли уже выполнять полеты. Еще в 2011 году в авиакомпании стали искать замену самолетам Ан-2 и Ан-3, эксплуатация которых обходилась все дороже и дороже. Поэтому и задачу поставили найти неприхотливый в обслуживании небольшой серийный авиалайнер. Выбор пал на швейцарский «Пилатус-6». Этот самолет в эксплуатации обходится в 3 раза дешевле, чем Ан-2 и может управляться одним пилотом средней квалификации. Легкомоторник уже зарекомендовал себя в суровых условиях Антарктиды и арктических районах Аляски. Сегодня заводом в Швейцарии серийно, ежегодно выпускается около 20 самолетов, и самолеты поставляются в самые труднодоступные районы. При этом очень хорошая пассажировместимость у самолета, до 6 пассажиров с багажом. Соответственно, этот самолет будет летать чаще, будет летать круглый год. В ближайшие годы полярные авиалинии закупят еще 4 такие машины. Постановление 1212 Российской Федерации, которое говорит о предоставлении субсидирования в приобретении самолетов для выполнения полетов на региональном авиарынке. В условиях софинансирования в данном проекте помогает республика. И это просто очень большая удача и возможность приобретения для внутреннего рынка самолета с помощью государственной поддержки финансирования. Полеты будут выполняться по социально значимым тарифам, по которым стоимость авиабилета составит от 1500 до 2000 рублей. Первое время новый самолет пропишется в Маганском аэропорту, будет выполнять рейсы по Кобяйскому улусу, а в июле «Пилатус» перегонят на постоянное место в Среднеколымск. Сергей Алексеев, Василий Соловьев, НВК «Саха», Якутск.